Здравствуйте. Большую часть времени сегодняшней нашей передачи мы будем с вами наблюдать за перипетиями Республиканской конференции регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Она сегодня прошла в Якутске в Большом зале мэрии. Сразу скажу, что чего-то неожиданного, особенного там не произошло, хотя интрига, надо сказать, сохранялась до самого последнего момента, до выборов делегатов съезда «Единой России», который в начале декабря пройдет в Екатеринбурге. Но об этом сразу после наиболее заметных событий дня. Здравствуйте! Сегодня 80 делегатов приняли участие в конференции «Медведей». Они обсудили программное заявление партии о целях и задачах на ближайшие 10 лет. А также они избрали 2 делегатов на съезд партии. Ими стали Леонид Владимиров, ректор сельхозакадемии, и Юрий Заболев, первый заместитель председателя Госсобрания. Ну а еще через пару недель, кстати сказать, нас ждет еще значимое одно событие. Учредительная конференция, новое региональное отделение Всероссийской партии «Справедливая Россия». Ну, остроту этой организации придает как раз стремление администрации президента и правительства поставить ее под свой контроль. Ну да, в свое время ведь Медведей тоже пытались поставить под контроль, однако это не удалось. На очереди экономическая новость. Мы уже рассказывали о том, что в рамках мирового соглашения по Якутуглю между Москвой и Якутией будет создана инвестиционная компания, которая будет заниматься деньгами от продажи угольных акций. И как сегодня пишет агентство Саха Ньюс, несмотря на то, что это соглашение планируется подписать только на будущей неделе, уже назначен руководитель этой инвестиционной компании. Им стал Павел Степанов, первый заместитель председателя правления Алмаз-Эргиен-банка. Между тем, бывший министр финансов Эрнст Березкин уверен, что продать акции государственного предприятия не через бюджет будет очень и очень даже непросто. А тогда вообще в чем смысл этой акции? Ну, честно говоря, я сам не понимаю и не знаю этого. Я задавал ему тоже этот вопрос, в чем смысл, так сказать, вообще этой всей затеи. Он тоже не ответил. Ну, вполне возможно, что он, может быть, на самом деле знает истинную причину такой вот комбинации, но в силу каких-то обстоятельств решил не распространяться на эту тему. Якутская рыба в очередной раз подтвердила свои высокие вкусовые качества. И на этот раз на международной выставке «Рыбпром-Экспо-2006» в Москве. Нашу республику представляло одно единственное предприятие «Альтес» и, надо сказать, весьма успешно завоевали высшие награды. Но побороться пришлось с крупнейшими траловыми флотами Тихого и Ледовитого океана, а также производителями рыбных деликатесов из Индии и Марокко. Ну а кто бы сомневался в качестве нашей рыбы, скажем, той же булунской ряпушки или нельмы с Колымы, с Индигирки или еще с каких-то северных наших рек. Ну, все это благодаря тому, что наши реки остаются чистыми и нетронутыми промышленной цивилизацией. Ну это да. Хотя, наверное, еще не только это важно, но, видимо, удается сохранить, сбалансировать сам по себе говоря улов. Но вот даже, предположим, вот наши соседи Байкал тоже сравнительно чистое же эти озеро, а тем не менее вот то, что было раньше знаменитым омулем, вот если сейчас его специалисты или знатоки, скажем, любители рыбы видят, они, в общем-то, ничего кроме усмешки у них он не вызывает. Настолько мелкий, выродился, наверное, слишком много ловят. О других событиях. Национальное книжное издательство «Бичик» выпустило отрывной календарь на 2007 год на якутском языке. На его страницах сведения о знаменательных датах, выдающихся якутянах, а также есть советы хозяйкам, огородникам, охотникам и рецепты блюд и народных средств от различных недугов. Впервые такой отрывной календарь издательство выпустило в прошлом году и получило очень хорошие отзывы. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней передачи, тому, как проходила республиканская конференция регионального отделения «Единой России» сегодня в Якутске в Большом зале мэрии. Среди делегатов этой конференции были вице-президент Акимов, а также спикер Госсобрания нашей республики Тимофеев. Они были избраны делегатами от районных местных отделений «Единой России». Надо сказать, что первым вопросом этой конференции делегаты обсуждали программное заявление партии «Единая Россия», которое затем будет рассматриваться на съезде в Екатеринбурге в начале декабря этого месяца. Программный документ, программное вот это заявление очень действительно емкое. По сути дела, это можно даже назвать в какой-то степени такой второй программой партии. Программа была сама принята в 2001 году, а вот это программное заявление принимается в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу, причем сразу на 10 лет, на 2 созыва Государственной Думы. И одним из краеугольных камней этой программы это придание Единой России статуса всенародной партии близкой к народу. Об этом, вернее сказать, об обратной стороне вот этого процесса, статуса, вернее, партии, который сейчас имеет, в частности, в наших улусах, говорил один из делегатов конференции. Я могу привести пример. У нас в Хангаласском улусе, значит,
раньше вот категория А муниципальных служащих, да, или государственных служащих, 2 человека было, это глава и председатель собрания. А сейчас 18 муниципальных образований стали все категории А. Значит, увеличилась и кадровая необеспеченность. Конечно, вот авторитет среди населения, это мы должны поднимать именно примером самих единороссов. Это борьба с преступностью, с коррупцией. Вот. Должна быть внутрипартийная дисциплина, тоже критика, самокритика, в целом вот укрепление первичных наших организаций, чего, к сожалению, в нашей работе не достигается отдельных наших первичных организаций. Я думаю, что это только укрепит авторитет нашей партии. А еще один делегат конференции, спикер Госсобрания нашей республики Нюргун Тимофеев, говорил об ответственности представительных органов муниципальной власти перед будущим, за будущее как нашей страны в целом, так и республики и отдельных улусов. В программном заявлении нашей партии содержится план содействия качественным преобразованиям в социальном, экономическом развитии страны, рассчитанный на десятилетия. Поэтому именно депутатам 4-го и последующих созывов Элтумена, избранных от «Единой России», предстоит реально участвовать в законодательном обеспечении решения проблем, наличие которых достаточной прямотой отмечено в заявлении. В связи с этим вношу предложение о формировании программы «Якутское региональное отделение партии «Единая Россия», программа, с которой мы подошли бы к выборам в Государственное собрание Ултумен Республики Саха-Якутия 4-го созыва. Еще раз повторюсь, что само программное заявление, которое будут рассматривать делегаты 7-го съезда «Единой России», это серьезный документ, который направлен, обращен в будущее на 10 лет и будет определять, собственно говоря, направление деятельности «Единой России» вот весь этот предстоящий период. В том числе и на выборах в Госдуму как следующего, так и после следующего созывов. Надо сказать, что вот саму суть этого заявления я бы определил вот таким своего рода лозунгом: «Великая страна и богатое общество». Как раз вот этот лозунг, как мне кажется, и конкретизировался затем в целях и задачах, которые формулировались в этом программном заявлении. Самих этих задач 10. Вот их можно сгруппировать, в общем-то, в 3 таких больших блока, которые я бы вот обозвал так: экономика инновационного типа, то есть экономика не сырьевого придатка развитых стран, а действительно экономика передовая, то есть та, которая может продавать технологии, разрабатывать технологии и внедрять их в производство, и наращивать благосостояние страны и ее населения именно за счет прежде всего этого. Второй блок задач, который ставится в программном заявлении, это борьба с коррупцией. Причем задача ставится не так, чтобы искоренить ее полностью, а начать создать такие предпосылки в общественном сознании, чтобы коррупция воспринималась как совершенно неприемлемый образ жизни в нашем обществе. Увы, но социологические исследования показывают пока обратное. Многие люди, по сути дела очень многие, смирились с тем, что это неизбежное зло в нашей с вами жизни. Ну и, наконец, еще одна составляющая борьбы с коррупцией — это, конечно же, создание правовых предпосылок для того, чтобы искоренить это зло из уже на этот раз государственной и муниципальной жизни. Ну, я бы вот так вот выразился. Ну и, наконец, третья группа задач, которая ставит перед собой «Единая Россия» на ближайшие 10 лет, это сбережение человека. Эта задача подразумевает и, конечно же, здоровье, и образование, и вопросы демографической ситуации и так далее, и так далее. Конечная цель, которую, как мне кажется, поставила «Единая Россия» вот в результате достижения реализации всех этих целей, задач, вернее сказать, это стать с партией, которая будет востребована, наиболее востребована в нашем гражданском обществе. Неожиданности на конференции «Единой России» начались при обсуждении второго вопроса о выборах делегатов 7-го съезда, который, еще раз повторюсь, пройдет в начале декабря месяца в Екатеринбурге. Политсовет накануне рассмотрел этот вопрос и рекомендовал делегатам делегатам конференции избрать 2 делегатов съезда: ректора Якутской сельхозакадемии Леонида Владимирова и первого заместителя председателя Госсобрания нашей республики Юрия Заболева. Однако делегаты начали выдвигать еще другие кандидатуры. Уважаемые делегаты, Намское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» обращается к делегатам 10-й региональной партийной конференции избрать
Тимофеева Нургуна Семеновича делегатом на седьмой съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидатуру лидера нашего регионального отделения партии Ильи Филипповича Михальчук. И хочу от имени молодежи нашей партии заявить о том, что молодая гвардия работает вместе с вами, и прошу сегодня включить все выдвинутые кандидатуры в бюллетень тайного голосования, дабы каждый делегат проголосовал за все существующие кандидатуры. Никифоров, Нергельское отделение. У нас есть еще предложение включить в этот список для голосования Акимова Александра Константиновича, вице-президента Республики Саха-Якутия. Мотивация следующая, что этот человек прекрасно знает нашу республику, показал себя как хороший хозяйственник, грамотный политик. Я считаю, что сейчас, когда идет, тише, пожалуйста, когда идет объединение, создание нового блока «Справедливая Россия», если мы сейчас будем, спорить за то, кто достойнее нас представлять на съезде партий, я думаю, мы покажем не лучший пример, а еще больше раздробим свои ряды. И вот для того, чтобы этого не было, я считаю, что раздирать наши ряды вопросом, кто же достоин представить нашу региональную организацию на съезде партии, я думаю, не своевременно. Поэтому, несмотря на рекомендации, я снимаю свою кандидатуру и думаю, что не стоит, я понимаю, есть сторонники, есть противники, ни к чему сейчас вносить раздрай. Поэтому мое мнение, я прошу его учесть, я снимаю свою кандидатуру и думаю, это правильно. Спасибо. Поблагодарить за то, что выдвинули мою кандидатуру на делегата съезда. Но я тот раз был на съезде и очень благодарен руководству республики. Есть над чем заниматься. Я думаю, что выдвинут достойного кандидата. Я потому прошу снять мою кандидатуру. Я абсолютно присоединяюсь еще раз к сказанному Ильей Филипповичем насчет консолидации. Хотел бы добавить еще следующее. Конечно, проблема регионального отделения – это есть проблема, которую должны осознавать каждый член партии. Проблемы есть и в первичных организациях, и в руководящих органах, и прежде всего в политсовете, это надо признать. И я думаю, что мы с Ильей Филипповичем и руководители партии в ближайшее время должны очень серьезно заняться организационными вопросами партийного строительства. Я как рядовой член партии, как спикер парламента, официально заявляю, что я лично буду этим заниматься. Еще раз благодарю вас за выдвижение и прошу не включать меня в список для голосования. Спасибо. Есть предложение ограничиться в выдвижении и принять самоотводы 3 выдвинутых кандидатур. Все вот эти выступления я бы назвал одним словом – консолидация. Именно о ней говорил в своем докладе Илья Михальчук, когда анализировал программное заявление «Единой России» на ближайшие 10 лет. Консолидация в рамках Республиканской конференции «Единой России» в общем-то налицо. Ну а тем временем Центральный совет партии уже завтра, в пятницу, намерен на большом совещании в Москве с участием федеральных министров, а также членов Федерального собрания обсудить вопросы, которые напрямую касаются всех жителей Крайнего Севера. Речь пойдет о государственных гарантиях для тех, кто продолжает работать на Крайнем Севере, о пенсионном обеспечении тех, кто ушел на заслуженный отдых, а также о вопросы, связанные с коэффициентами, районными коэффициентами, с компенсацией расходов для выезда на Большую Землю и так далее, и так далее. Очень большой спектр вопросов предполагается обсудить. То есть та программа, вернее, часть программного заявления, которое сегодня единороссы обсуждали, по сути дела, завтра уже будет решаться в рамках Центрального совета этой партии. На сегодня все. До свидания.